Здравствуйте, уважаемый господин посол. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего семинара. Я хочу сегодня вам представить результаты нашего исследования, которые были опубликованы вчера. Исследование называется «Барометр мировой коррупции». И, наверное, символично то, что мы сегодня находимся на семинаре, в котором участвуют представители из Европы и из Кыргызстана, который представляет Центральную Азию. И доклад наш вчерашний как раз был посвящен исследованию коррупции в Европе и Центральной Азии. Буквально два слова скажу о нашей организации, если кто не знаком с нашей организацией. Transparency International — это организация, которая борется с коррупцией по всему миру. Она была основана в 1993 году. В Кыргызстане мы работаем с 2003 года. Наиболее известными нашими продуктами является индекс восприятия коррупции, который мы ежегодно публикуем, и, собственно, барометр мировой коррупции, о котором я хочу вам сегодня немного рассказать. В этом исследовании приняли участие 42 страны, и было опрошено почти 60 тысяч человек. Исследование было направлено на выявление мнения граждан о коррупции в их странах. И также мы пытались узнать о коррупционных практиках, о даче взяток, да, какой уровень коррупционных практик в этих странах. Остановлюсь немного на общих результатах исследования. Общие результаты показывают, что в регионе, который охватывает Европу и Центральную Азию, каждый третий считает коррупцию одной из основных проблем своей страны. И мы не являемся исключением. Я дальше покажу показатели Кыргызстана. Еще один момент, который хотелось бы отметить, что средний показатель в странах, 53% населения считает, что их страны борются очень плохо с коррупцией. И причем я хотел бы отметить такой момент, что некоторые жители некоторых европейских стран оказались гораздо критичнее, чем наши граждане, например. Да? Если вот средний балл у нас, средняя оценка у нас 53%, например, жители Испании, они оценили это 80%. 80% жителей сказали, что государство очень плохо борется с коррупцией. Вот. Другой показатель, то что почти треть респондентов считают самыми коррумпированными парламентариев и чиновников. Также 3 из 5 сказали, что состоятельные люди оказывают чрезмерное влияние на решения, которые принимаются их правительствами. И каждая 6-я семья платила взятку за последний год в этом регионе. Каждый 5-й из тех, кто давал взятку, сообщает о коррупции. Лишь каждый 5-й. Остальное остается без внимания правоохранительных или других организаций. И такой показатель очень нехороший, то что 2 из этих из 5, из количества этих сообщивших о коррупции, они сталкиваются с ответной реакцией. К ним применяются какие-то преследования. Но если перейдем к результатам по Кыргызстану, выборка по Кыргызстану составила 1500 человек, было опрошено. Здесь вы можете увидеть соотношение по полу, по возрасту, по типу населенного пункта и по образованию. Да? Это репрезентативность выборки в ходе исследования по Кыргызстану здесь отражена. Ну и перейдем к основным результатам. Самые сложные проблемы, которые должно решать государство, из них коррупция и взяточество оказалось на 3-м месте.
Первое место, по мнению граждан, у нас занимают вопросы здравоохранения, и затем идет у нас вопросы развития экономики. Следующий вопрос касался того, как настолько хорошо правительство борется с коррупцией. И 57% опрошенных оценили этот показатель как плохо. Еще один вопрос касался того, как изменилась ситуация за последние 4 года. В лучшую или в худшую сторону. Стало ли коррупции меньше? И 46% опрошенных не согласились с тем, что коррупции стало меньше. И 32% они отметили, что коррупция уменьшается. По институтам восприятие наших граждан поставило суды по коррумпированности на первое место. За ними идет милиция и чиновники, налоговая служба по показателям. Следующий вопрос касался того, могут ли обычные люди изменить ситуацию в борьбе с коррупцией. И в этом году мы получили такой очень хороший показатель, что почти половина опрошенных, она верит в то, что они могут что-то сделать в борьбе с коррупцией наших граждан. Однако, когда им задали вопрос, что они могут сделать, то самым популярным ответом оказался ответ, что обычные люди ничего не могут сделать. Следующий слайд касается того, больше всего каким органам платили взятки наши граждане. И на первом месте здесь у нас дорожно-патрульная служба, затем идут суды и предприятия здравоохранения. Еще один вопрос касался как раз того, что состоятельные люди используют свое влияние на правительство, чтобы продвигать личные интересы. И 37% наших граждан, они сказали, что у нас это присутствует. Еще один вопрос касался финансовой поддержки компаниями, бизнесом, политических партий и кандидатов. И то, что эту практику надо прекращать. И 43% опрошенных жителей нашей страны, они поддержали это заявление. И если озвучить рекомендации, то как было озвучено господином послом, одна из рекомендаций касается декларирования. Мы в Кыргызстане имеем с 2004 года закон о декларировании сведений о доходах нашими чиновниками, но, к сожалению, уже 12-й год существует закон, но механизма четко действующего у нас не имеется. Кроме этого, мы рекомендуем чиновникам быть гораздо активнее в этом отношении и предлагаем такие меры, как ввести ответственность для начальства и контролирующих органов за коррупционные преступления их подчиненных и подотчетных лиц. Также мы призываем обязать правоохранительные органы реагировать на сообщения в средствах массовой информации или в интернете с последующей отчетностью о проделанной работе. И также ужесточить ответственность за бездействие чиновников. И очень важный момент – это вопрос защиты свидетелей, которые заявляют о коррупции. Так как я уже говорил ранее, люди, которые заявляют о коррупции, они подвергаются гонениям.
Это вкратце информация об итогах исследования. Вы можете найти сведения на нашем интернет-сайте более подробно. И также в перерыве мы предложим вашему вниманию публикацию эту в бумажном варианте. Спасибо большое за внимание.